Добрый день, меня зовут Александр Николаевич Драган. Я являюсь основателем питомника Семиречье. Он расположен в Алматинской области, в Бекши-Казахском районе, в Тургенском сельском округе. Наш питомник занимается размножением саженцев, адаптированием к нашим условиям. То есть интродукцией саженцев мы занимаемся из Европы, из Америки, со всего мира. Испытываем клубника, то, что вы знаете, это кладезь витаминов. В ней содержится очень много витаминов, особенно много витамина С, а также других микроэлементов, то, что необходимо. Она очень ценится именно в свежем виде для кондитерских, для ресторанов, то есть для украшений кондитерских изделий. У нас есть прям договора с многими компаниями кондитерскими, они у нас закупают эту ягоду, потому что она более высокого качества, чем вся остальная. Сейчас я хотел вам показать, как мы выращиваем рассаду земляники, в каком виде. Мы выращиваем вот такую кассетную рассаду. Мы используем только профессиональный финский торф. Вот она укореняется. И в таком виде мы высаживаем ее уже в поле. Могу показать процесс посадки. Чем удобна кассетная рассада, это тем, что у нее уже уровень самого саженца, то есть мы не заглубляем, это уровень почвы будет. То есть тем, кто сажает, удобно. Все равно не заглубиться, выше не будет. Если обычный усик, который копают в поле, там многие ошибочно заглубляют, и потом вот эта сердцевина загнивает. И поэтому мы сажаем вот таким образом. Кассету опускаем в отверстие. И вот он, уровень почвы. Со всех сторон поджимаем, чтобы не было воздуха. И вот в таком виде он растет. Также мы делаем вот такую рассаду. Это называется tray plants, то есть рассада в горшках. Вот такая рассада подходит для посадки в теплицах. То есть это уже здесь очень большой корень, много питательных веществ растение получает. И при посадке в теплицу через 2 месяца она дает урожай 300 грамм с одного растения. То есть это вот очень такая рассада, которая сейчас используется в Европе, популярная. Для теплиц готовим уже сразу рассаду, готовую, чтобы она давала урожай. То есть если вот эта рассада даст только на следующий год, вот это через 2 месяца в теплицах, то есть в любое время. Когда она будет готова, в сентябре, в октябре, ее нужно положить в холодильник. При температуре -2 она хранится там долгое время, до 9 месяцев. И когда вам нужно получить ягоду, за 2 месяца вы ее высаживаете, получаете в январе или в феврале. То есть, когда нужно, достаете с холодильника и сразу сажаете, получаете ягоду. Это вот такой вид рассады. Для того, чтобы получить хороший урожай ягоды, обязательно нужно использовать капельное орошение. Для этого мы сделали накопитель, в котором вода у нас поступает из гор, холодная ледяная вода с ледников, поэтому в бассейне она подогревается, растениям нужна более теплая вода, то есть хотя бы 15-16 градусов, чтобы была температура воды, для того, чтобы оно не стрессовало. Для этого здесь также у нас находится узел фертигации. То есть это насосная станция, дальше фильтровальная станция, она фильтрует воду. И дальше у нас емкость для подачи удобрений, то есть это узел фертигации называется, куда мы уже подаем питательные вещества, готовим воду, то есть кислотность повышаем, у нас щелочные почвы. И в этой емкости этот раствор готовится, и он также подается в систему и по трубам идет уже в поле. Для выращивания клубники мы используем высокую гряду. Для этого у нас есть специальный пленкоукладчик, грядообразователь. То есть он одновременно делает грядку, укладывает пленку, сразу разматывает капельную ленту. То есть вот она капает, сейчас идет полив. И вносит еще и удобрения. И вот эта мульчирующая пленка, она, во-первых, защищает от перегрева почву. Под пленкой температура на 4 градуса ниже, чем температура почвы без пленки. То есть клубника себя чувствует очень хорошо. И плюс она не дает расти сорнякам. Вот эта клубника была посажена в сентябре прошлого года. И в этом году она уже дает сигнальные ягоды первые.
Плюс мы получаем вот с маточных растений вот такие усы, из которых мы делаем рассаду. Мы сами сделали такой каток, который делает отверстие на расстоянии 27 сантиметров друг от друга. То есть он как и баркер. Дальше, если где-то там отверстие засыпалось, мы вручную делаем это отверстие и уже высаживаем рассаду. Есть, конечно, приспособление сразу с пленкоукладчиком. Бывает, пленка продается сразу перфорированная с отверстиями, но нам она не подходит, потому что иногда съезжает и ряд уходит в сторону. Поэтому мы сделали такой самодельный. Вот это вот клубника сорт Клэри. Он был посажен у нас в августе прошлого года. По сравнению с той клубникой, то, что вы видели, а здесь уже много ягоды. Мы уже 3 недели собираем, и вот еще сколько ее есть на кусту. То есть, вот чем раньше посадка, тем получается больше урожая вы получаете в следующий год. Если садите уже в сентябре, в октябре, то получаете уже только через год. Она не успевает укорениться, за следующий год она укоренится, разрастется и даст урожай только через год. Если успели посадить до августа, до конца, то уже на следующий год получаете ягоду. Вот такая ягода. Сбор у нас, конечно, проводится вручную. Все это у нас женщины рабочие, как бы временные рабочие, привлекаем на сборах. Ягоду мы не храним, мы как бы охлаждаем предварительно. Вечером у нас забирают оптовики, рестораны, там, кондитерки и рынки. Зеленый базар у нас собирает. В общем, и магазины там небольшие розничные.